С понедельника, 8 февраля, на двух улицах столицы, на улице Абазинской и на проспекте Аяйра, планируется приступить к обрезке деревьев. Муниципальное унитарное предприятие благоустройства согласовало свои действия с Госкомитетом по экологии и получило заключение экспертов ведомства. Кроме того, все работы будут вестись в присутствии специалиста Госкомитета по экологии. Только после получения разрешения мы приступаем к работе. Это касается и глубокой обрезки, и неглубокой вообще. Всех видов работ по озеленению. У нас сегодня две улицы, которые мы согласовали с Комитетом по экологии. Это Абазинская и проспект Аяйра. Там несколько видов деревьев. Будут проводиться и глубокая обрезка, и неглубокая обрезка. Все эти работы будут в присутствии специалистов. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подчеркнул, что главная задача, которая стоит перед благоустройством и коммунальными службами при обрезке зеленых насаждений – сохранение эстетического вида деревьев. Там, где можно по максимальному оставить зеленую часть, ее надо оставить. А не так, чтобы там, может, с запасом каким-то некоторые специалисты считают о том, что давайте сейчас сделаем больше, но к этому не будем возвращаться там какое-то время. Чтобы не такой подход был, а был подход и с эстетической точки зрения, и с экологической, был некое такое взвешенное решение. Если придется работать чаще, это ничего страшного. У нас хватит сил и возможностей, но без того, чтобы там сделать и якобы на долгое время. Так нельзя. Что касается полной вырубки деревьев, мэр отметил, что без экологического заключения ни одно дерево в столице не срезается на корню. Даже пускай будет там ветхая, которую уже обязательно давно надо было резать, обязательный акт, обязательные документы. К нам поступает масса заявлений. Просим убрать дерево, мешает, на дом упадет, на гараж упадет и так далее. Я передаю материалы Саиду, он с вами связывается. Заявление, ваше заключение. Наступает момент производства работ, на обязательное присутствие соседей или там, я не знаю, если это торговые объекты, соседние магазины и так далее, чтобы все видели и понимали, о чем идет речь. А не так, как просто машина приехала, срезала, а потом говорит, а у нас было заявление. Таких я не помню фактов, но чтобы не дать нашим жителям города домысливать какие-то вещи, которых нет в природе. Председатель Госкомитета по экологии Савелий Читанава отметил важность проводимого совещания в администрации Сухума, так как в преддверии начала очередной обрезки деревьев в столице есть возможность проинформировать горожан о том, что вся предстоящая работа согласована с экологами. Относительно недовольства некоторых граждан по поводу проводимых и проведенных работ не всегда оно соответствует действительности. Хотя не скажу, что не было оснований иной раз. К сожалению, были случаи, когда без нашего взаимодействия были вырублены деревья, на что справедливо было возмущение граждан города. Обрезки бывают разного рода. Вмешиваться в работу МУП благоустройства, где собраны специалисты и где проводятся работы согласованно, я не считаю, что это оправдано. По любым вопросам, возникающим в городе при обрезке или бывают и порубки, то привлекают наших специалистов, которые дают экологическое заключение, по которому потом реализовывается тот или иной проект. Председатель Госкомитета по экологии озвучил и проблему сохранения декоративных растений в Сухуме в связи с появлением в последние годы новых видов насекомых-вредителей. По словам Савелия Читанава, 70% декоративных растений республики произрастает именно в столице. Он сказал о необходимости создания специализированной структуры по защите декоративных растений при Кабинете министров. Беслан Эшба обещал поддержку администрации города при обращении Госкомитета по экологии по этому вопросу в соответствующие инстанции. Элана Какаля, Амрамич, Бадавид Авицпа, пресс-служба администрации города Сухум.